Всем привет! Меня зовут Манижа Аминова. Мне 14 лет. Я из деревни Вешки, Угранский район, Смоленская область. Но я в 2 года приехала сюда, в Россию, из Таджикистана. Я таджичка, мандухтари таджик. И очень горжусь этим. Да. И, конечно, в России обстановка другая, все говорят на русском, но все равно свой родной язык я не забываю и почти все понимаю. Задавайте свои вопросы, я буду на них отвечать. С удовольствием. Я очень рада, что у меня сейчас есть такая возможность пообщаться с вами, хотя мы все сейчас сидим на карантине по домам, но это для нашего же блага, так как мы должны помочь друг другу в этой непростой ситуации. Задавайте свои вопросы. Всем привет! Я буду ждать ваших вопросов и могу по вашему желанию что-нибудь тоже спеть. Давайте я сейчас расскажу немного о себе. Я очень люблю читать. Также я учусь в 8 классе в Вешковской школе имени Героя Советского Союза Григория Николаевича Фокина. Я учусь в музыкальной школе в 5 классе по классу фортепиано. Но помимо этого я также очень люблю струнные инструменты. Я учусь играть на гитаре и на укулеле. Укулеле мне подарили буквально недавно, я самоучка и учусь играть по интернету. А гитарой я занимаюсь с гитаристом из нашей группы ВД-67. В числе моих любимых книг больше всего я люблю читать фантастику. Мои любимые авторы — это Стивен Кинг, также Гофман Эрнст. Моя любимая книга — это «Житейские мировоззрения» Катамуры. Если вас что-то интересует касаемо моего творчества, меня можете спрашивать смело, я буду отвечать. Давайте я буду спрашивать вас. Как вам сейчас... Что вы сейчас делаете на карантине? Как у вас дела? Читай вопросы, наклоняйся и читай спокойно. Почему? Не видишь вопросы? Попробуй. Мы видим. Комментариев нету? Видишь? Минуточку. Скажи, не вижу вопросы. Не вижу вопросы, которые вы мне задаете. Сейчас я все попробую настроить. Что-то пошло не так. Не видишь комментарий? Попробуй вот перевернуть. Видишь?
Нельзя повернуться с тросу, когда вы в прямом эфире. На, вот у папы можешь читать комментарии свои. И это. Вот. Читай комментарии и скажи свою группу. Вот. Звонят. Пока отвечаю. Вот. Все настроилось. Так. Все получилось. Здравствуйте вам тоже. Спасибо большое. Это мои награды, да, это мои награды, но Видишь? это, да, я вижу. Но это еще далеко не все, потому что все, конечно же, не вмещаются. Еще некоторые в коробках сложены у меня в комнате. Их очень-очень много. Расскажи о своей рок-группе, да. Моя рок-группа называется ВД-67. В ней самый младший участник группы это я, мне 14 лет. А остальные все взрослые люди. У нас, я назову всех по именам, это соло-гитарист Станислав Соломонов, бас-гитаристка Аня Семенова, гитарист Алексей Снегирев и 2 барабанщика. Это Владимир Сибатулин и Александр Новиков. Мы играем каверы на песни группы Луна, группы Scorpions, Виктора Цоя и группы Король и Шут. Но также мы любим переделывать советские песни в более современный вариант в рок-обработке. Спасибо вам тоже, привет. Привет из России. А тем, кто сидит на работе, удачи. Держитесь. И теперь я вижу комментарии, можете дальше смело задавать вопросики. У меня будет видно, надеюсь. Вот. Таджикские песни есть в моем репертуаре. Песня из мультфильма, из моего любимого мультфильма «Моана» с переводом на фарси. Мы с моей семьей очень любим смотреть иранские каналы. Это Моноту, ПМС и многие другие. У нас на нашем спутнике Hotbird показывает каналы со всего мира. И один из моих любимых мультфильмов, перевод на фарси, который транслировали по этому каналу, это мультфильм «Моана». И песня, которая тоже была переведена на фарси, саундтрек к этому мультфильму, я могу вам сейчас спеть. Папочку Миша. Вот там эфир папочку есть. Вот внизу, внизу. Снизу. یه دریا بودم هر دم که یادم آید ندانم دلیلش رو هی کاش بودم دختر خوب کامل زیها تنها نباشم
Harsuichar ham haraidona, hamagiman dobe akaprona, hamun joki hamikona, netavon mona, diligat mufki maro, nihoya, kasnadona, kuchorona, modagat sabak pustigona memona, rusidona. Дорава, дора, хамаси хули хамедати, орам шуди монам, ашмулам бекоршон. Монам харкас, дачаси расоя, бендах шас, бахрахишас, нашам бемоям хайом. Капитан монам, декиноришон, десинат созам, парастишон, зидарун хоham, нахунам инсон, шудеам хейрон. Туихун кишапах навину, раксонас, инсимхоке, он намоя. Видуяшки бьют марусуям равонас, охандога. Спасибо. Спасибо большое. В голосе, я скажу так, все идет хорошо, но до эфира мы не можем разглашать информацию, так что все увидите, я думаю, вам очень понравится. Я на это надеюсь. Так. Спасибо большое. Мне очень приятно. Можете дальше что-то спрашивать, я вам расскажу, отвечу на все вопросы, которые вас интересуют. Можете рассказать, как идут у вас дела на карантине? Что нового? Как держитесь? И что помогает вам пережить эти непростые дни? Спасибо большое. Я думаю, уже скоро будет эфир нашей команды. И надеюсь, вам понравится. Это будет 10 апреля, в следующую пятницу. Смотрите, болейте за нас, держите за нас кулачки. В Таджикистане нет карантина. Но будем надеяться, что коронавирус не дойдет до туда. Потому что те новости, которые передают сейчас, это очень страшно, очень неприятно. И всем тем, кто живет в России, лучше сидеть дома и помочь друг другу избавиться поскорее от этого вируса. Нет, мне совсем не трудно. У меня в России очень много друзей. И да, приехала я из Таджикистана в Россию 2 года, то есть живу уже здесь 12 лет. Почти во всех
регионах России. У меня очень много друзей, и также за пределами нашей страны. Это в Беларуси, в Германии, в Таджикистане, в Америке. Спасибо большое, мне очень приятно. И так как я сказала, что я учусь играть на гитаре, я могу вам что-нибудь тоже сейчас сыграть. У меня инструмент такой. Эту песню, я думаю, знаете вы все. И давайте сейчас все вместе ее споем. Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на высоках, камнем лежать или гореть звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле, в бою. Мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме, да с твердой рукой в строю, в строю. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответь! Хорошо с тобой, да плохо без тебя. Голову до плечи терпеливые поплеть, поплеть. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так. Спасибо большое. Спасибо большое, мне очень приятно. Спасибо вам огромное за ваши комплименты и за то, что сейчас слушаете и смотрите этот прямой эфир. И сейчас еще, так как мы все находимся на карантине, и нам только кажется, что это очень скучно, но мы же сами можем помочь друг другу сделать это время как-то разнообразней. И следующая песня как раз на эту тему. Это песня группы Луна. Я большая фанатка этой группы. Лидеры этой группы Лусине Геворкян и Виталий Демиденко раньше пели в группе Трактор Боулинг. Но потом со временем у них сформировалась своя группа, в которую они пригласили гитариста Сергея Панкратьева, Ивана Килара и барабанщика Леонида Кинзбурского. И как раз я думаю, что эта песня очень хорошо описывает, что мы должны делать и как мы должны друг другу помогать. Не так умны
путь к свободе. Есть любому из нас. Давай возьмем выходной, будем делать все, что захочешь. Пускай им снится покой, мы не будем спать этой ночью. Не важен возраст и пол, будь самим собой, будь проще. Я знаю, что рок-н-ролл то, что нужно нам. Сделай громче. Как-то так. Это была небольшая импровизация, но я думаю, вам понравилось. Вы можете задавать ваши вопросы, если что-то вас интересует касаемо моего творчества, касаемо моих интересов, можете спрашивать, я буду смело спрашивать, я буду вам отвечать. Ответьте, пожалуйста, на комментарии. Там это, ну, всё. Так. И видеть ваши... Немножко там они просят петь ту, что с голосом, но, к сожалению, не могу петь без Леры. У нас есть договоренность, что мы эти песни без друга не поем. Песню «Трава у дома» с голоса я, к сожалению, спеть не могу, потому что у нас с моей подругой Лерой есть договоренность, что мы ее друг без друга не поем. Мы поем ее только вместе и только в дуэте. Я очень рада, что вам понравилось. В будущем я мечтаю связать свою жизнь с музыкой, но когда я была маленькая, я хотела стать ветеринаром, но теперь как-то эта мечта улетучилась, и я хочу открыть свой приют для бездомных животных. Но я, наверное, пойду в музыкальное училище, буду учиться дальше музыке. Но хотя за это время многое может измениться, я, может, передумаю и выберу другую профессию. Я повторю, песню «Трава у дома» я спеть не могу, так как у меня с Лерой, с моей подругой, с девочкой, с которой я пела в дуэте, есть договоренность. Мы эту песню друг без друга не поем. Мы ее поем только в дуэте. Что я еще могу? Я люблю читать, скажи. Люблю читать, учу языки, расскажи то, что... Что я могу еще о себе рассказать? Я очень люблю читать, повторюсь. В числе моих любимых писателей Стивен Кинг, Гофман и, наверное, Лев Николаевич Толстой. И так же, как мой папа, я очень люблю изучать иностранные языки. А мой папа вообще полиглот. Он знает таджикский, узбекский, немецкий, русский и английский. И учит нас тому, что мы должны учить языки, потому что в жизни это обязательно пригодится. И помимо своего родного языка, мы должны знать как минимум 3-4 иностранных языка. Ну или хотя бы 2. Вы, наверное, поздно присоединились. Я пела буквально вот минут 15 назад. Я пела песню «Моана» на фарси.
Ну, если вы очень хотите, я могу ее, конечно, повторить, но можно было бы. Да, мои близкие меня поддерживают. Моя мама музыкант тоже. Папа, он переводчик с немецкого языка. Мама учит меня вокалу, а папа учит меня иностранным языкам. Как видите, у нас дома есть инструменты, мы занимаемся все вместе и на карантине не скучаем. Нам повезло с соседями, так как у нас отдельный дом, мы можем репетировать в любое время суток. И соседи ждут нашего эфира, они тоже всячески нас поддерживают, помогают нам. Мы приезжаем к ним в гости в Москву, они дачники. И за каждое наше выступление они очень рады, они очень поддерживают нас. Надо обновлять, чтобы было видно ваши комментарии. Спасибо большое. Дочке привет передавайте. Давайте так, я могу вам что-нибудь еще спеть. Еще мне очень нравится песня. Так. Песня это напоминает мне, что я с Востока, и это песня наших родителей. Я думаю, вы все ее знаете, так давайте вместе ее споем. Нашла? Слова нашла? Родинка, глаза
Надеюсь, я подняла вам настроение, и вы тоже все вспомнили эту песню, и надеюсь, что вы пели вместе со мной. Хоть песня и написана для юноши, ее исполняться она должна от лица юноши, но все равно мне очень она нравится, так как у меня тоже есть на щечке родинка, и песня эта также очень нравится моим родителям, и мы все вместе любим ее петь, исполнять и слушать. Вообще, тут мы живем в России, мы не забываем свои традиции. И хоть мы живем в России, мы не забываем свои традиции, мы отмечаем все наши праздники. Когда есть возможность, я езжу к своим родным и близким в Таджикистан, в Басманду. Передаю им всем привет. Огромный целую. Моя душа и мое сердце всегда с вами. Чтобы меня было видно, вы пишете. Я вот так вот чуть отодвинусь. Спасибо большое, мне очень приятно. Спасибо за ваши комментарии, за ваши смайлики, стикеры. Если вас... Мне 14 лет. Я учусь в 8 классе. Спасибо большое. Я очень горжусь, что я родилась в Таджикистане, в такой замечательной стране, богатой традициями, культурой и с прекрасным языком. Я живу в деревне Вешки, Угранский район, Смоленская область. Но, как я уже сказала, я в 2 года приехала в Россию из Таджикистана. Но я стараюсь по возможности ездить, навещать своих родных, близких, ездить на свою родину. Расскажите о себе, расскажите, чем вы занимаетесь на карантине. Можете посоветовать какие-либо книги, которые вы уже прочитали, которые вы хотите прочитать. Мне будет очень приятно. Песню я могу спеть еще какую-нибудь. Так. Вот. Так любила яркие цветы, что по ним, как бабочка, порхала, и, даря поклонникам мечты, сердце никому не обещала. Но ярко-красный огненный цветок ты сорвать однажды захотела, и опять, как белый мотылек, на его
сияние полетело. Только сложится нелегко дружба пламени с мотыльком. Самого белого мотылька у открытого огонька, как бы тонкие крылышки не опалить. Лучше молода без тоски жить, как белые мотыльки, и летать себе недалеко от земли. Жить нужно непременно хорошо, выбирая то, что сердцу мило. Он ее не сильно, но обжег, а она недолго, но любила. В общем, сложится нелегко дружба пламени с мотыльком. Самого белого мотылька у открытого огонька, как бы тонкие крылышки не опалить. Лучше молода без тоски жить, как белые мотыльки, и летать себе недалеко от земли. Самого белого Самого белого мотылька у открытого огонька, как бы тонкие крылышки не опалить, не опалить. Лучше молода без тоски жить, как белые мотыльки, и летать себе недалеко от земли. Спасибо. Эту песню я исполняла в эфире русского радио с Альбиной Джанабаевой. Эфир был прямо перед самым Новым годом. И это был сюрприз для меня, это был подарок такой от школы эстрадно-джазового вокала «Фонограф». Вообще, я очень рано научилась говорить. Уже в 3 года я могла пересказать «У лукоморья дуб зеленый» и знала очень много различных стишков детских. Так. Еще одну песню, если вы очень просите, я могу повторить вам. Тем, кто не слышал, я могу повторить песню из мультфильма «Моана», саундтрек песни из мультфильма «Моана», «Что меня ждет» с переводом на фарси. Hej koş, båten duktig kommet
زیادترها نباشم غافل روزنم بر دریا هر سوی جرهم هرهی دانم همگی من را به عقب رانم با همون جا که آن میخوانم نتوان مانم دل گرد افق که مرا میخوایم کس ندانم کجا رانم باد اگر در سفر پشتیبانم میمانم روزی دارم گرم هرگز نگویم چه مقدار روم دارم حبسی حالی همه بر دیارم شده مانم مشغولم به کارشان دانم هرگز در تاثیر ساحل به نقشی از بر خویش است نقش میمایم ایام تنها نمانم در کنارشان دستی نسازم پرستشان زی درونها هم نکنم انسان شده ام حیران توی اون که شبه نبینو رقصان است این سیخوکه آن نماید بیدایش که بیاد و مرا سومیم روان است هم دانم در برایش چیز دیدن یا شکندی دلی گرمی و فوقی مرا میخوانم کس ندانم کجا رانم باد اگر در سفر پشتیبانم میمانم روزی دانم کجا رانم Вот так. Это была небольшая импровизация. Я ее уже исполняла в начале нашего эфира. Так. Меня просят спеть еще на таджикском, но, к сожалению, в интернете нет минусовок к таджикским песням, поэтому я их не так много пою, но мы просим наших знакомых в Таджикистане присылать нам минусовки, они по возможности, если они есть, они по возможности нам их присылают. Поэтому я исполняю песни на русском. Спасибо большое. Что вас еще интересует, я могу вам рассказать еще о себе. Задавайте вопросы. Ман тоджике медонам, но, к сожалению, так как я уже 12 лет живу в России, я, конечно, почти все понимаю на таджикском языке, но так как я много разговариваю на русском языке, также я учу немецкий язык, в родном языке у меня появляется небольшой маленький акцент.
Тут еще спрашивают, во сколько лет я начала петь. Так, я пою, конечно, с младенчества, но профессионально занимаюсь вокалом с 9 лет. Я занимаюсь с моей мамой, она у меня музыкант, и учит меня вокалу. Но помимо этого, я, как повторюсь, я уже в 5 классе по классу фортепиано, но, к сожалению, сыграть не могу, потому что у нас инструмент расстроенный. Но также я учусь играть на гитаре и самоучка по укулеле. Задавайте вопросы, рассказывайте о себе, как вам на карантине. Это очень интересный вопрос. У детей часто спрашивают такие вопросы, кого из родителей больше любишь, но на самом деле я одинаково сильно люблю и маму, и папу. И у меня также еще есть 2 сестры, Сагдиана и Самина. Сагдиана — это старшая сестра, она сейчас учится в Германии, а Самина — это средняя сестра. Она... И также сестер я одинаково сильно люблю. Аллилуйя. Так, я попробую сейчас поискать. Я знаю эту песню, я знаю ее, то есть я ее слышала, но я попробую вам ее спеть. Это будет импровизация. Буквально куплет-припев. Так. Я вам ее спою акапельно. I heard as a secret show, said David playing a please to Lord, but you don't really care for music, do you? With goes like his, it falls or feet, the men of fell, the major lift, the bells that can compose him, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Вот как-то так. Вам спасибо. Scorpions, да, это самая любимая, одна из любимых моих иностранных групп. Также я очень люблю группу Nirvana. Из российских групп мне нравится группа Король и Шут, группа Луна и группа Кино. А Scorpions... Одну минуточку. Конечно, я очень рада. Спасибо большое за эту просьбу. Это тоже получается небольшая импровизация. Я спою самую, пожалуй, знаменитую песню, балладу Scorpions. Так что, кто знает, подпевайте. In time, and it's time, so when make you laugh again, I will be there, I will be there. Love, only love, can bring our love someday. I will be there, I will be there. Here we go again, all the way from the start. I will try to change things that killed our love. You try and be the one, so proud, gotta kick it through. This is really no chance
So start once again. I'm loving you. Кусочек. Также в числе моих любимых иностранных рок-групп группа Beatles. И моя любимая песня это Let It Be. Я могу вам тоже сейчас ее исполнить тоже акапельно. Нет, не смогу. When I found myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And the broken-hearted people living in the world to grieve, there will be an answer, let it be, let it be. Let it be, let it be, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. And when the night is closed, there are still light to shine softly. Shine will be an answer, let it be. I will wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Speaking words of wisdom. Let it be. Немного высоко взяла, поэтому... Деспасито. Деспасито могу только куплет и то небольшой кусочек. Я скажу сразу, я очень расплывчато знаю слова, знаю только на слух. Я просто ее слушала одно время, она мне тоже очень понравилась. Ну, попробуем. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Sí, que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Подпевайте. Liverpool soul. Oh yeah, la 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 con apuro, despacito. Вот как-то так. Но я знаю очень расплывчатые слова, она мне тоже очень нравится, я ее слушала, она была у меня в числе любимых в 2019 году еще. Я еще могу вам сыграть тоже из репертуара группы Луна, колыбельную. Тоже очень красивая песня, она мне очень нравится. Кто знает, подпевайте. Лусине Геворкян, солистка группы Луна, пишет песни сама совместно со своим мужем, бас-гитаристом этой же группы Виталием Демиденко. Мне их песни очень нравятся, так как в них есть мощный призыв к действиям, но кроме этих песен у них также еще есть и мелодические, то есть они поют в разных жанрах. Вот одна из таких. Мой милый малыш, однажды день настанет, в чудесном и наивном колесе. Педали детства ты крутить устанешь, ты станешь взрослей и станешь злей, как и все. Знаешь, счастье в беде, я отдам тебе всю любовь мою. Над тенью сонных век, словно оберег, я ее храню. Погасли огни, мысли гони прочь, мы здесь одни, пусть нам поет ночь.
колыбелью. Мой милый малыш, с годами ты познаешь огромный мир во всей его красе. Но наступит и день, когда меня не станет. Я тоже уйду к тонкому льду, как и все. Знаешь, счастье и в беде я отдам тебе всю любовь мою. Над тенью сонных век, словно оберег, я ее храню. Погасли огни, мысли гони прочь, мы здесь одни, пусть нам поет ночь колыбельную. Да, и я еще раз пою кукушку для тех, кто только присоединился, кто не слышал ее. И сыграю на гитаре. Песен еще не написанных сколько. Скажи, кукушка, пропой. В городе лежит зелено высоко, камни лежат и горит звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные смелые головы сложили в поле, в бою. Молоко остался в светлой памяти, в трезвом уме, да с твердой рукой в строю, в строю. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответь! Хорошо с тобой, да плохо без тебя. Голову до плечи терпеливые поплеть, поплеть. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так. И наше время подходит к концу. Всем спасибо, спасибо за ваши вопросы, спасибо вас за вашу поддержку, за ваши комплименты и спасибо за то, что слушали меня и смотрели этот прямой эфир. До встречи, еще увидимся.